В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Матлиба Раджабова. Здравствуйте. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Алимзода от должности судьи Кулябского городского суда Хатлонской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Алимзода Ханифу Акбар от должности судьи Кулябского городского суда Хатлонской области в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 4 июня 2024 года об освобождении Каримзода от должности заместителя председателя Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Каримзода Абдурахмона Рахима от должности заместителя председателя Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан в связи со смертью. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. О созыве 18-й сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Таджикистан и статьей 24 Конституционного закона Республики Таджикистан о Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляю созвать 18-ю сессию Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва 19 июня 2024 года в 10 часов в городе Душанбе. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали. С 10 по 13 июня текущего года в городе Душанбе состоится 3-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Душанбинская водная конференция будет проводиться в рамках глобальных инициатив лидера нации президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по вопросам воды и климата. Тему продолжит Зумрат Файзиева. Таджикистан является флагманом в области водных инициатив. В настоящее время в стране основательно готовятся к проведению 3-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая состоится в июне текущего года в городе Душанбе. Согласно программе, в рамках предстоящей водной конференции планируется проведение пленарных заседаний, интерактивных диалогов, параллельных мероприятий, отдельных сессий по водным и климатическим вопросам, а также 9 форумов, в числе которых Африканский водный форум, форум Центральной Азии, форум женщин, форум бассейновых организаций, форум ледников, форум парламентариев, форум частного сектора, форум науки и технологий и форум детей и молодежи. К примеру, Международный форум ледников будет организован для повышения осведомленности об изменениях в криосфере в условиях меняющегося климата, а также для дальнейшего повышения осведомленности о Международном годе сохранения ледников и Всемирном дне ледников 2025 года, представление дорожной карты по проведению Международного года сохранения ледников и Всемирного дня ледников 2025 года. В рамках форума будут обсуждаться отзывы об этой дорожной карте, также будут представлены тематические исследования и проекты, реализованные в качестве вклада в достижение целей Международного полярного года 2025, а также лучшие практики. Международный форум «Женщины и вода» призван поддержать реализацию целей и задач десятилетия действий по воде, рассмотреть прогресс, стимулированный конференцией ООН по воде 2023 года, с особым акцентом на реализацию повестки дня по воде и выявить препятствия и возможности, связанные с выполнением обязательств, изложенных в повестке дня по воде. Форум станет платформой для женщин-активисток и практиков в области управления водными ресурсами, экспертов по гендерным вопросам и праву по воде, экспертного сообщества, правительств и международных организаций по развитию, чтобы оценить прогресс выполнения обязательств и рекомендаций, принятых на водной конференции 2022 года и женском водном форуме 2022 года.
представить и обсудить практику и инновационные решения под руководством женщин для ускорения реализации согласованных на международном уровне целей и задач, связанных с водными ресурсами на региональном и национальном уровнях. Эксперты отмечают, что третья Душанбинская конференция высокого уровня придаст новый импульс в деле достижения целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы». Инициативы руководства Республики Таджикистан в решении водных проблем, поддержанные Организацией Объединенных Наций, уже давно перешли от уровня изучения до практической реализации международным сообществом. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушбахт. Новости. Сарайское озеро расположено на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Озеро Сарез является одним из чудес Таджикистана и центром притяжения туристов. Оно привлекает внимание своими уникальными параметрами и красотой. Республика Таджикистан – самая богатая по количеству водных ресурсов страна в Центральной Азии. Сарайское озеро считается одним из крупнейших источников чистой воды в мире и привлекает внимание жителей планеты своей уникальной природой. Ежегодно этот прекрасный регион Таджикистана посещает большое количество туристов. Таджикский национальный парк является самой крупной, особо охраняемой природной территорией республики и Центральной Азии в целом. Его площадь составляет 2,6 миллиона гектаров, и он внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из самых удивительных уголков мира. Здесь в едином пейзаже сливаются суровые горы и зеленые долины, бурлящие горные реки и кристально чистые озера, альпийские луга и горные леса. Растительный и животный мир здесь богат и неповторим. Многие виды флоры и фауны занесены в Красную книгу. Следует подчеркнуть, что в 1992 году Республика Таджикистан официально стала членом самой влиятельной мировой организации – Организации Объединенных Наций, и за годы сотрудничества реализовала важные инициативы на благо стран региона и мира. Сегодня мировое сообщество признает Таджикистан страной-инициатором в решении водных проблем планеты. Надо отметить, что Сарайское озеро имеет более 17 миллиардов кубометров чистой питьевой воды. Туристический сектор находится в центре внимания правительства Республики Таджикистан. В целях обеспечения благоприятных условий для отдыха и досуга туристов на этом участке сотрудниками Национального парка Таджикистана в Горно-Бадахшанской автономной области удобная гостиница. Сарайское озеро с его красотой и уникальной природой покорило сердца тысяч путешественников. Поэтому количество туристов в Таджикистан увеличивается с каждым годом. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушбахт. Новости. Таджикистан наращивает производственный и экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции. Так, в Хаталонской области принимаются меры для увеличения экспорта фруктов и овощей, своевременного сбора урожая зерновых культур без потерь и более широкого повторного посева за счет картофеля, риса, кукуруза и бобовых культур. По словам специалистов, за первые 4 месяца 2024 года в стране произведено сельскохозяйственная продукция на сумму 5 миллиардов 158 миллионов сомони, что больше на 7,1%, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно данным, за январь-апрель 2024 года земледельцы Хатлонской области произвели продукции на сумму 2 миллиарда 350 миллионов сомони, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 8%. В городах и районах Хатлонской области принимаются необходимые меры для реализации перспектив сева сельскохозяйственных культур, эффективного использования земель и увеличения посевных площадей, повторного посева и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Принимаются меры для своевременного сбора урожая зерновых культур без потерь и более широкого повторного посева за счет картофеля, риса, кукурузы и бобовых культур. Хатлонская область обладает большим потенциалом в области экспорта фруктов и овощей, особенно ранних фруктов и овощей. Труженики области прилагают усилия для постоянного обеспечения внутреннего рынка качественной продукции и повышения экспортного потенциала страны. По словам руководителя дехканских хозяйств городов и районов области, в текущем году они рационально использовали земли и при этом достигли желаемых результатов в выращивании урожая сельскохозяйственной продукции. Таджикский легкоатлет Ильдар Ахмадиев завоевал 2 золотые медали на международных соревнованиях в Баку в Азербайджане. Таджикский спортсмен выступил на дистанциях 100 и 200 метров и занял первые места. Наш спортсмен показал высокие спортивные результаты. По итогам соревнования были присвоены рейтинговые баллы для лицензии на летние Олимпийские игры в Париже. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.